Друзья, приветствую вас на канале Словения с Хельга Вайт. И перед тем, как мы начнем обсуждать с вами новости уходящей недели, призываю вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и обязательно поделиться своим ценным мнением в комментариях. Скандальная статистика из Словении. Местные старшеклассники оказались лидерами Европы по употреблению запрещенных веществ. Особенно популярны экстази, амфетамины и ЛСД. Исследование проводилось в 35 странах Европы и Канады. И среди всех славянские подростки на тревожных позициях. Эксперты бьют тревогу. Необходимо принять срочные меры, чтобы остановить рост зависимости среди подростков. И вот еще одна новость, связанная с употреблением запрещенных веществ среди подростков. Подросток оказался в больнице после того, как употребил сладость с наркотическим веществом. Конфету с полусинтетическим каннабиноидом он приобрел через интернет. Такие продукты часто продаются как легальные альтернативы каннабису и доступны без строгого контроля. Хотя состояние подростка не было крайне критическим, эксперты предупреждают, при большей дозировке возможны психозы, галлюцинации и потери сознания. В Словении тысячи людей не имеют своего личного врача, терапевтов катастрофически не хватает, и на каждого терапевта есть определенный лимит пациентов. И именно поэтому при появлении нового терапевта в одной из поликлиник Словении начинают разыгрываться настоящие драмы среди пациентов. Так, в пятницу у здания поликлиники в городе Камник выстроилась длинная очередь. Люди ждали по несколько часов, чтобы прикрепиться к новому терапевту. Очередь растянулась от верхнего этажа до внутреннего двора. А первые пациенты пришли уже в 4 утра, хотя прием заявлений начинался только в 7 утра. Причиной ажиотажа стало появление нового терапевта в данной поликлинике. Терапевт может набрать 400 новых пациентов. И причем запись открыта всего лишь один раз в неделю. По словам директора поликлиники, такая ситуация повторяется каждый раз, когда появляется новый врач. Занимать очередь к врачу приезжают и жители других городов, ведь локальных ограничений приема нет, и прикрепиться к терапевту желают также люди из других регионов. Директор поликлиники призвал Министерство здравоохранения пересмотреть существующие правила. А в министерстве напомнили, что организацией сети врачей первичного звена занимаются местные власти, и именно они должны искать решения и информировать граждан о доступных вариантах. В итоге получается замкнутый круг. Местные власти призывают Министерство здравоохранения решить проблему, а министерство ссылается, в свою очередь, на местные власти. После 16 лет замороженных цен Словения планирует поднять стоимость билетов на междугородние автобусы и поезда. В первую очередь подорожают разовые поездки, особенно по выходным. Сейчас действует 75% скидка, введенная после пандемии, чтобы вернуть пассажиров. Эту льготу отменят в первую очередь. Например, билет из Любляны в Марибор может подорожать с 8 евро до 11, а билеты в туристические зоны могут подняться еще выше. В Словении появилась надежда на восстановление популяции рысей. Благодаря проекту Life Links за 7 лет из Румынии и Словакии в Словению переселили 18 карпатских рысей. Более половины прижились и дали потомство. Сейчас в стране около 50 взрослых рысей, и их число растет. Проект доказал, что совместные усилия ученых и экологов помогают вернуть редкий вид в дикую природу и сохранить биологическое разнообразие. Так что теперь, друзья, отправляясь в Словенский лес, вы должны опасаться не только медведей, но и кровожадных карпатских рысей. Прямой рейс из Любляны на Канарские острова теперь реальность. С 25 октября 2025 года авиакомпания Air Baltic запускает прямые авиарейсы из Любляны на Гран-Канария. Полеты будут выполняться каждую пятницу до конца марта 2026 года, что делает их идеальными для зимнего отдыха. Время в пути около 4,5 часов, и вы уже на солнечном острове с температурой выше 20 градусов, даже когда дома мороз.
Цены на билеты начинаются от 139 евро в эконом-классе и 349 евро в бизнесе. Пассажиры смогут наслаждаться комфортом на борту современных аэробусов с бесплатным Wi-Fi от SpaceX Starlink. Air Baltic стала первой европейской авиакомпанией, предложившей такую услугу. Так что если вы мечтаете о пляже и коктейле под пальмой, не ждите лета, летите зимой. В Словении снова радужно. 7 июня в городе Марибор прошел в 4-й раз парад гордости. Активисты и сторонники ЛГБТ-сообщества вышли на улицы под лозунгом «Прогоняем ненависть» и заявили о своих правах. Организаторы отмечают тревожную тенденцию. За последний год в городе участились случаи вандализма, угрозы и акты насилия, направленные против ЛГБТ-людей. Среди них уничтожение радужных флагов, оскорбления в интернете и нападения после предыдущих мероприятий. Реклама парада в социальных сетях началась 14 мая. Публикация в Фейсбуке получила 272 реакции со смайликами в период с 14 по 31 мая, из которых только 94 выразили поддержку, а 111 комментариев содержали ненавистнические высказывания и призывы к насилию. Я планирую 3-й раз посетить парад гордости в Любляне и снять для вас короткий репортаж. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением в комментариях, интересно ли вам будет посмотреть данный репортаж, и что вы думаете о ЛГБТ-сообществе и поддерживаете ли их. Друзья, и в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? Завтра в Любляне от плюс 16 до плюс 22. Небольшой дождь. Спасибо, Алиса. И вам спасибо. На этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на мой канал, ставить лайки и обязательно делитесь своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!